Опа. Это что было? Это что-то вроде бы дернул. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Всем большой привет, друзья! С Новым годом! С новым 2025 годом! На календаре 2 января выезжаем на проверку наших продольников. 2 дня мы их не проверяли. Позади новогодняя ночь, позади 31-е, 1 число. Ну, чем я занимался эти 2 дня, вы не поверите, друзья. Монтаж и обработка и загрузка наших роликов на наши каналы. Да, был снятый материал, потихонечку собирался, и в общем теперь у меня на 10 дней, почти на 2 недели ролики готовы. Будут выходить через день. Сначала, естественно, на Дзене, потому что Дзен мне дает кое-какую копеечку. Потом на Рутубе через день, ну и через 2. И через день потом уже ВК-видео. На YouTube пока идут осенние ролики, так как были заранее они загружены. Запланированы публикации. До конца января где-то будут идти ролики. Далее, скорее всего, на YouTube фильмов не будет совсем, потому что YouTube у нас в России заблокировали. Пользоваться какими-то обходными путями просто не хочется. Я так думаю, у нас есть российские платформы, которые развиваются и которых есть путь развития, и которые в будущем будут ничем не хуже, а возможно даже и лучше, чем YouTube. Так что переходим на все российское. Нам вот это иностранщина нахрен не нужна. Да, конечно, мы начинали с Ютуба. Да, конечно, первые ролики там были загружены. Было красиво, было удобно, но время идет. Время сами мы видим какое. И мне так кажется, что Ютуб уже в прошлом. Безвозвратно. Ну и черт с ним, с Ютубом. Будем работать на наших российских платформах. Сегодня у нас по плану просто проверка, быстрая. Ну как быстрая? День у нас до сих пор еще очень и очень короткий, так что проверяем, засыпаем. Ну и по результатам улова решим, поедем мы на рыбалку завтра или послезавтра. Посмотрим. Встречаемся на реке. Лучше проверить. Так, ну что, добрались мы до реки. Ну, прежде чем спуститься на лед, лучше проверить. Тут может быть просто по колено воды. Вроде нормально. Вроде нормально. Немножко замерзла. Так, ну чё, вот и 25-й год наступил, мы на реке, а река, как мы видим, до сих пор еще местами открыта. Полынью до сих пор еще не затянуло. Вижу, там вторая полыня еще открыта, и ниже там тоже все открыто. Вот. Наши палочки что-то 2 упали, но это ветром, наверное. Не будем тратить время сегодня на удочки.
Сразу прямо отсюда берем живцов и начинаем проверку. Новый год, новая рыбалка. Рыбалка та же, вернее, но все равно что-то новое. А так ли это, мы сейчас увидим. Будет что-то нового, не будет, или все будет по-старому, как в прошлом году. Сейчас мы это посмотрим. Погнали. Так, лунки здесь малеха подмерзли. Ну, здесь неудивительно, потому что снега еще не успело навалить. И как бы засыпать пока никак. Ну что, первая палка 25-го года. Поехали. Малечки живые, это радует. Сейчас посмотрим. Что-то даже дергает. Что-то даже дергает. Опачки! Вот он, первый язь 2025 года. Янцкадан дождался. Есть первый. Ну, уже хорошо. Оба крючка пустые. Здесь вроде бы даже был мелкий налим. Он или благополучно сорвался, или кто-то его сорвал. Вот. Ну, первая палка с рыбой. Здорово. Вот я уже говорил вам то, что полыня до сих пор еще открыта. Не знаю, когда замерзнет. Не успеет замерзнет, уже, наверное, начнет таять. Скоро весна. Скоро весна, скоро весна. Лунки замерзли. Ладно, в общем, не будем тратить время на долбежку, когда приготовлю лунку. В общем, будем проверять, готовые лунки, иначе очень много времени уйдет. Так, эта палка, в принципе, рабочая. Здесь был как-то хариус, здесь был как-то язь. Что-то и сейчас закрутило, что-то и сейчас натяжка есть. На третьем крючке. Сейчас посмотрим, получится нам, не получится вытащить язечка. Опа, получилось. Получилось. И здесь вот такой красавец язь. Ну вот, вторая палка, два язя. Янцкадан. В новом году рыба тоже есть. Отличное начало. Мне это нравится. Ну, начало было просто изумительно. Посмотрим, как продолжение. Опа, это что? Это что? Это что там такое? Цепляется блёд. О! О, малек живой. Это не есть хорошо, если за это время никто не взял его. Второй живой. Это совсем не хорошо. Но третьего украли, хоть это хорошо. Значит, кто-то приходил. Но ушел. Ладно. Ждем продолжения. Так, ну а здесь надо ждать налима. Здесь у нас, во-первых, два телевизора с мальками. Во-первых, во-вторых, я сюда наживлял ёршиков. В-третьих, налим уже здесь у нас попадал. Так что... Ух ты, что-то здесь было. Было и уплыло. Или этот мелкий так накрутил. Пипец полный, короче. На ёршика точно никто не взял. Ладно, распутываем. Пусто. Ну как пусто? Вон мелкий налим, заглотыш. Он и накрутил, наверное, здесь. Травушка, муравушка.
Так. Ну, натяжка пока есть. Что-то там идет. Что-то там дергает. Может быть, даже и налим. Да, налим. Угадали. Да не один, а два даже. Этот, правда, уже сдох. Собачий корм. А вот этот живехенький. Так, ну что, может этого отпустим, нет? Кто там что писал в комментариях? Вот типа ловишь мелкий, и причем тут размеры, не размеры. Я вам еще пишу, смысл отпускать, которые заглотили. Вот не проверял я 2 дня, они подохли. То же самое будет, если им вырвешь кишки. Все, попались на крючок, они уже обречены. Нет смысла отпускать. Ну, отпущу я вам на камеру. Что, вам легче от этого будет, если он сдохнет там где-то в воде, или его съест пёсель мой, Туман там, или Джесси. Скотину тоже кормить надо. Я мелких налимов осенью выпустил сотнями. Так что полное право имею пару десятков даже и поймать. Специально я их не ловлю, я уже говорил вам не раз. Но если они попались уже, все, они попались. И смысла отпускать их нету. Мелких я не беру, мелких я оставляю, пока они не сдохнут или пока они не сорвутся. В надежде на трофейного. А таких нормальных полкилошников, вот сейчас как второй вот был, почему нет? По всем параметрам они, даже по правилам рыболовства и то, они всяко больше 35 сантиметров. Так что вот такой вот рыбалкой трудовой никогда популяции налима не принесешь урона. Это 100%. Можно мелко и чистой сетью, плавуном, неводом принести урон, выловить молодь рыбы. Можно загрязнением среды тоже как бы, что в первую очередь рыбы станет меньше. Но вот такой вот трудовой рыбалкой, поставив несколько палок, трудом выдолбив лед, убрав, доехать надо, дойти и выловить несколько налимчиков, то это никогда от этого рыбы на реке меньше не станет. Так что не надо писать глупости и не смешить звезду, она и так смешная, твою мать. Друзья, помните, да, была трещина, я говорил, что здесь опасно. Вот, проехал, появилась дыра, вон, рядом с берегом прямо, лед упал, и тут вон, сразу возле берега, вон какая глубина, вон. Где-то по пояс, и оно здесь не замерзает. То есть сейчас есть опасность, если обратно будем ехать, он на лед не заскочит, забурится и провалится здесь прямо. Сам утонуть, может быть, и не утону. Вон, попробую здесь вариант. Вон. Здесь тоже резкий порог получается. Вон лед, снизу вода. Тут не замерзает из-за снега. В общем, сделал объездную дорогу там. Попробую проехать там и потом уже выскочить наверх. Как бы пешком ходить долго и тяжело, но на технике очень и очень опасно, и каждый шаг желательно бы, конечно, проверять, но мы иногда этого не делаем. А надо бы, надо. Ладно, дай бог, все получится. Ну вот и на месте. Частично доехали, частично дотопали. Все хорошо, все благополучно. Надеюсь, обратно тоже доедем без приключений. Начинаем проверку глубокого участка. Так, что у нас тут? Что-то есть натяжечка. Язычек, походу, идет.
Опачки, опачки, опачки. Не дергайся, ты мой уже. Ты красавчик мой. Ну, о, червяк сработал. Наживлял, насаживал червяка. 2 мальков тоже украли, но червячок сработал. Енскадан. 3-й озёк. Так, натяжечка есть. Язёк идет. Пока идет. Опа. Пока идет. Шел и дошел. Уставший язь дождался. Молодец, Енскадан. Ну вот. Пока ловится. Пока глухозимье не наступило. Может, его не будет? Дай бог. Но вечно ловиться не должно. Все равно рано или поздно. Вот. Будем рыбачить до тех пор, пока клюет язь. Не знаю, начнется ли ловиться на лим. Ну, пока язь ловится, будем ловить. Язь перестанет. Если на лим не начнет, то можно будет уже поднимать палки до весны. Весной по новой реанимировать. Уже с маленькими продольниками, вернее, с маленькими крючочками, с червячочками будем пробовать ловить сига. Вот, это мы увидим весной. Пока вот так вот. С червями минусовую температуру возня еще та. Вот и зимний день закончился, походу. Начало уже темнеть. Сейчас глазом моргнуть не успеешь. Хоп-хоп, и стемнеет. Придется опять фонарик одевать. Так, здесь у нас палка с баклажкой. Опачки. И кто-то поднял леску аж до верху. Это кто-то там идет. Вот так вот. Вот такой вот кабан. Вот такой вот кабан поднял леску до верху у нас. Похулиганичал. Язина. Вот Енскадан. Закрутил до верху. Так, что у нас тут? Кулома. Мальков дохлых меняем, потому что на печоре у нас на дохлятину не ловится. Кто-то там писал, надо пробовать там на мойву, на кильку. Но вот малек сохнет, все. Он хоть месяц будет лежать, завоняет через 2-3 дня. Никто на него не клюнет. 100%. Пройденный этап уже. Я так думаю, с килькой будет то же самое. И с мойвой. А на живого, вот, что на червя, что на живого, вот какие красавцы клюют. Так, ну что, эту палочку проверяем еще без фонарика. А потом надо будет, наверное, все-таки водить. И вам лучше видно. И мне наживлять. Так, что-то здесь есть. Что-то дергает. Опа, это что там такое? Язенький. Опачки, опачки. Дождался, малыш. Полезай в кузовок. Еще +1. Вот. Потихоньку. Того гляди, накидаем. Ну, пока еще немножко видно. Давайте эту палку еще тоже без фонарика проверим. Так. Ну, есть что-то, нет?
Что-то, да? Что-то дергает. Язь. Опачки. Ох, ты еще и говорить умеешь у нас. Говорящий язь. Ох, заглотил-то как глубоко. Ух ты. Глубоко. Аж до самого желудка. Вот это аппетит, я понимаю. Значит, глухозимья точно нет. +1. Так. Ну что, освещение включили. Так, надеюсь, лучше видно. Было бы еще что видеть, да, скажите? Что-то никто не дергает. А потому что никого. Вот и не дергает. Малек живой до сих пор. И 2 крючка пустые. Кто-то был и ушел. О, червячок. Кто-то на червя брал. Я, наверное, потрепал. И второй. 2 крючка на червячка. И оба покоцаны. Скорее всего, язь был и ушел. Ну, за такое время неудивительно. Так, что-то вроде бы есть. Есть натяжка на последнем крючке, как всегда. Как всегда, язь. Опачки. О, еле-еле. Я еще так борзо дернул. На соплях уже висел. Счастье было так близко, но немножечко не повезло. Чуть-чуть, совсем немножко. Видать, ты был мой. Опа. Это что было? Это что-то вроде бы дернул. Ну-ка. Так. Опачки. Вот янцкадан. О-хо-хо-хо. Вот это мне повезло. Вот это Новый год. Красотка. Щучка опять. И опять не ушла. Так, я тут немножко ее повредил. Но по-другому было нельзя. О, это не пятишка. Это не 5-6 килограмм. Ну-ка, тихо. Тихо будь. Покажи себя во всей красе. Ну, примерно как та же. Та была 3750. Но это где-то, скажем, ну, 3,5 точно есть. Вот такая вот красоточка. Я аж по палке почувствовал. Вот она, вкусная печорская щука. Вот такая новогодняя красоточка. Помните, да, я вам рассказывал случай, когда с Ромкой поймали щуку на 7 килограмм. Это было 31 декабря. Ну, а это после Нового года. Ой, вкусняшка, малосолочка. Вторая мамка у нас на Печоре за эту зиму. Янцкадан. Так, ну что, настроение у нас теперь на высоте. Новогоднюю мамку мы поймали. И теперь хоть даже все будет пустое, это будет лучшая проверка. Пока пусто. Тарам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Что-то вроде бы есть. Язёчек, дружочек.
О, ну ты дал жару. Вон на какой крючок здоровенный. Но ты бы хоть неделю болтался, ты бы, наверное, уже 100% не сошел. Опа-на, опа-на. Видали, да? А крючка-то нет. Что-то было на тонкой леске. Возможно, тоже такая же зубастая щука. Ну-ка, зазубрины есть? Да? Зазубрины? Ага. Так что вскрытие покажет, возможно, это та же самая. Если там крючка нету у нее в животе, значит, здесь еще одна зубастая ходит. Вон, зазубрины. На леске зазубрины, налим таких зазубрин не оставляет. Щука перекусила. Возможно, также сидел здесь язь. Или что-нибудь хариус, возможно. И щука просто перекусила. Когда крючок у нее в глотке, шансов обычной лески нет. Ну а когда за щеку берет, то шанс есть всегда. Эта мамка молодец. Умеет за щеку брать. Палочка с бутылочкой. Палочка с бутылочкой. Ух ты, все запутано. Кто-то здесь был. Кто-то здесь был. Кто там был у нас? Кто там был? Вот у нас кто был? Ясь Петрович. Все запутал. Ну вот и крайняя палочка глубокого участка. Тоже с бутылочкой. И походу что-то там есть. Или мне показалось? Да нет, что-то вроде идет. Идет, 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 идет. Ну вот. Молодец. Красавчик. Все? Все. Ну все. Ну, порадовала проверочка такой вот новогодней мамочкой. Налима нет, но и налим не нужен. Главное, вон такая красотка у нас на всю длину корыта. Ну и языки тоже есть. Нормально все. Все хорошо. Встречаемся на первом участке мелком. Еще немного. Еще чуть-чуть. Так, здесь у нас бутылочка. А с бутылочкой... Ну что, язык есть? Нет? Вроде бы есть натяжка. Сейчас посмотрим. Ну да, что-то есть. Что-то есть. Вот такой вот красавец. Ха-ха. Частенько у меня на эту палку тоже с этой бутылкой. Может, действительно он работает как телевизор. А что, мальки плавают, рыбе интересно. Подойдут, посмотрят телевизор. Опа-на! А тут и малечки плавают. Ням-ням. И тру-та-та. Вот. Здесь вроде бы тоже кто-то есть. На третьем крючке налимчик. Вот красавец. Ха-ха. Нормальный жаренок. Давненько тебя не было. Молодец, дождался. Не подох, не уснул. Бодрячком. А заглотил. Если бы еще чуть-чуть подольше повисел на крючке, пожалуй, мог и подохнуть. Тихо, 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 не кусайся. Хороший, хороший. Блин, не попал, что ли? Не в ту жабру, но уже накрутил.
Так, крючок-то вытащить, ты вытащил, но походу не в ту жабру. Блин, как так? Как так? Вот так вот, вот так вот, теперь вот правильно. Ну, даешь ты кот, иди гуляй. Ну вот, отлично, Энскаден. Так. А дальше, угу. Натяжечка есть, где-то там, подо льдом. Походу язь. Да, это вот. Опачки, какой ты сильный-то, а? Поздно каяться. Поздно пить боржоми, как говорят. Ох. Еще один. Энскаден. Мелкий участок пока работает без промахов. Ох, накрутил-то, накрутил-то. Накрутил и убежал. Ну вот. А говорили без промаха. Вот тебе и промах. Не, вернее, промах-то что промах? Язь был здесь, по-любому, может быть, даже и не один. Он просто не дождался. Просто убежал. И такое бывает. Так, ну а здесь пока что-то есть. Вот так вот. Опа! Дуплет. Тяну язя, думаю, слишком тяжелый что-то он. Вот такой вот язина. Абразина. Вот такой вот. Скоро с корыта, наверное, начнут выпрыгивать уже. И вот такой вот налимчик кулума. Но кулума только-только. Кулума пока умер. Только-только. Еще, наверное, даже сердце бьется. Еле-еле. Потому что жабры красные-красные. Не дождался. Чуть-чуть не дождался. А! Пойдет собачки. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Так, я даже понять не успел. Накрутил до такой степени, что... Молодец, молодец, умница. Дождался, Энскаден. Все. Все. О, иди к своим собратьям. О, попляши, попляши. Это вы умеете. Ну вот еще плюс один Энскаден. Неплохой улов у нас получается уже, друзья. Если с корыта уже выпрыгивает, значит, стал сбор. Стал сбор, это все хорошо. Стал сбор. Все очень хорошо. Так, что-то есть. Опачки. Красавелла. Смотрите какой, а. Килограмм не меньше. Вон, кабан какой. Я сразу его почувствовал. Я только взял палку. Палка еще тонкая. Вон. Заглотил капитально. О. Ну это точно уже он будет сейчас выпрыгивать.
Шире корыта и дрит кудрит. Янцкадан. Язи разных пород плывут. Помните, были такие темноватые язи с красными плавниками? Такого чуть меньше размера. Теперь плавники вот такие, как бы сказать, коричневого, светло-коричневого, розоватого цвета. И язь покрупнее. Так, ну вот и подошли мы к щучьей палке. Теперь у нас щучьи палки две. Это щучья палка номер 1. Ну, сегодня она пустая. Но крючки тоже пустые. Вон, один крючок пустой. Червя обсосали, второго обсосали. Червей кто-то обглодал. Возможно, это ерши. Возможно, что-то здесь было. Язи или хариус сошел. Может быть, сишки обсосали. Для сего надо крючки еще поменьше этих ставить, чтобы в заглот было. Но этим сейчас мы точно заниматься не будем. Весной. Это весной. Как потеплеет. Так. Опачки. Ух, кто-то тоже накрутил и свинтил. Не дождался. Не дождался окаянный. Ну а здесь или показалось, или на самом деле дернулась палка, когда чистил лунку. Манян, вот. Это живец. А там что? О, ну нет, это точно не дергал. Значит, показалось. Сам задел, наверное. Ну, он тоже неплохо. Еще плюс один Янцкадан. А налима нет крупного. Вон, живец болтается. И никто его не ест. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тири-тири-тири-тири. Что-то начало холодать, что ли. Не пора ли нам поддать? Здесь пусто. Даже живой живец один. Один дохлый, один живой, одного украли. Меняем. Чуть-чуть осталось, чтобы корыто полное было. Сегодня перекладывать точно не будем. Потому что рыба заморозилась уже пластом. Если мы сейчас начнем перекладывать, так уже не влезет. Ну, не уляжется. Так. Поменяли батарейку. Не знаю, засняла, не засняла последние кадры. Начала выключаться с задержкой. Я так и понял. Опять глючило. О, что-то есть. Что-то добренькое. Налим, наверное. Нет, ясь хороший. Ясь. 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 Янцкадан. Не знаю, почему народ недолюбливает язя. С одной стороны, язя на Печоре очень и очень много, и язь хищник. По идее, его как ворон надо сокращать численность. Потому что он уничтожает всю молодь хариуса, того же сига. Вообще как саранча на Печоре. Развелось его очень и очень много. И с каждым годом, несмотря на то, что все его ловят, мешками, грубо говоря, как мы видим, становится все больше и больше. Численность не контролируется, она все растет. Вот, так что мы, если кто-то думает, что браконьерничаем, не, мы наоборот делаем доброе дело. Сокращаем численность язя на Печоре. Спасаем сотни тысяч икринок, мальков, благородной рыбы. Так что мы занимаемся благородным делом. И в то же время это очень вкусная рыба. Главное, немножко надо повозиться, приложить немного усилий для приготовления. Не просто так тупо засолить и все. Конечно, если бы засолить там соленый язь ведрами, бочками, скажешь, зачем мне столько его?
Некоторые так и делают. Думают, что кроме как солить язя, ничего с ним делать нельзя. Я уже не раз говорил, с язя можно приготовить огромное количество блюд. Это и консервы, это и копченый, это и вяленый, это и ребра, это и фарш для котлет. Много-много-много всяких разных блюд. Так что, с одной стороны, может быть и плохо, что язя развелось очень много и хариуса сига стало поменьше. С другой стороны, может быть и хорошо. Это тоже рыба и очень и очень вкусная. Так, ну а здесь есть язик у нас, нет? Судя по натяжке, вроде бы есть. Пока. Есть. Живец подох там, походу. Так. Походу вас надо усыплять, иначе вы будете выпрыгивать. Так. Что у нас там? Кума. Кума. Так. Здесь что-то тяжелое вроде бы. Нет. Ну так, такой. Яёк. Еще +1. На рекорд идем, друзья. На рекорд, наверное. По количеству. По весу точно, наверное, уже рекорд. Максимальный. Такого веса, наверное, еще не ловили. Потому что чуть-чуть место свободное было. С ведром даже. Сейчас практически полные. Буквально 2-3 язя и корыто полные. Так что, если еще пару язей. В общем, не будем загадывать. Будем рыбачить. Будем ловить. Потом дома посмотрим, сколько получилось. Ну, корыто так уже увесистое. Увесистое. Янцкадан. Новогодняя рыбалка удалась. Янцкадан. Так, что-то есть. Язь закрутил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 2 крючка было насажено на червей. Кто-то был, червей кто-то обглодал. Но этот, скорее всего, попал на малька. Вот такой вот древний крючок. Батин еще. Сколько лет уже, сколько рыб этот крючок уже поймал. Отца уже нет сколько не рыбачил. Лет 30 точно, наверное, крючками есть. И как мы видим, он до сих пор ловит. И не тупится он. Говорят, в Советском Союзе плохие крючки делали. Нормальные крючочки. Так, еще полочка готова. Закрутил, кто-то закрутил. Язёк это закрутил. Дойдешь, не дойдешь? Дошел. Красавчик. Вот такой вот кабан. Кабанелла. Малька уж переварил практически полностью. Вот еще +1. Немножко вот так вот, чтобы не прыгали, приходится уже делать. Помаши плавниками, помаши. Скажи привет, привет. Травы-то накидала. Вот откуда эта трава? Ух ты, тут у нас что было-то? Вот это куча мала.
Да, блин, и крючок-то с собой не взяли. Крючки запасные. С полчаса только распутывать придется. Конкретно кто-то намутил, накрутил и ушел. Бывает и такое. Фу, а вот здесь уже становится опасно. Что-то я не вижу льда под снегом. Размыло лунку мою. Сильное течение, перекат, и получается размывает. Надо быть очень аккуратным, иначе можно рюхнуться. О, наконец-то! Наконец-то клюнул драгоценный мой хариус. Янцкадан. Все-таки одного мы взяли. Ну, красота. Так. Не зря мы червячками наживляли. Вот Янцкадан. Так что еще и хорезок у нас в улове. На перекате клюнул. Лед размыло, весь лед. Вот снег, под снегом уже вода. Я не знаю. Вот возле берега, в принципе, недалеко, но тут течение обалденное. Короче, надо будет взять ледобур и пробуриться там. Мне кажется, вокруг этих лунок уже толком льда нету. Становится опасно. Снега очень много навалило. Везде наледь. И даже те морозы 10-15 градусов по барабану. Не замерзает ничего. Вот я вот лопату вот так вот сую. И там льда нигде нет. Вот так вот. Все размыло, уходит. Он туда уходит. Лунка уже огромных размеров стала здесь, возле берега, на течении. Он бурлит все. Аккуратненько, аккуратненько. Что-то дергает. Что-то есть. Давай еще хариус. Опачки. Нет, это язёк. Тоже неплохо. Отлично. Так. Ну, практически полное корыто. Мне кажется, сегодня рекордный улов за зимний сезон. И у нас есть еще вот такая вот береговая палка одна. Как бы еще не все. Можем что-нибудь еще поймать. Так. Ну вот, дотопали до крайней береговой палки. Как бы глубина здесь небольшая, но смотрите, вообще не замерзает. Вон, смотрите, вон. Если те палки на середине приходилось некоторые долбить, то тут, как мы видим, под снегом все промывает, все промыло уже, потому что очень много наледи на реке. И лунка у меня уже огромных размеров стала. Не знаю, льда не видно, по крайней мере. Вот эта небольшая корочка, которая проваливается, как бы становится опасно. Сейчас пока морозы не ударят, не знаю, что с этими палками-то делать. Ладно, что-то вроде бы даже и дернуло. Да, что-то бы, вот даже напоследок у нас еще и язёк. На пасашок, как говорится, все. Вон, везде вода. И как бы хреноватенько уже себя чувствую здесь. Так. Немножко тебя вот так вот успокоим. А не поворачивайся ты. Вот так вот. Раз. И смотрите, какая красота у нас уже. Вон.
Вот такой вот у нас улов. По-любому в этом сезоне столько я еще не ловил. По массе говорю. Поштучно, наверное, язей тоже. Да, налимы бывало больше. Сегодня налимов мало. Но зато язей, вон янцкадан. Полные корыта. Полные корыта язя и новогодняя мамка. Надолго не прощаемся. Нет, вернее, подождите, пока не выключайтесь. Приедем домой, обязательно посчитаем количество язей и взвесим нашу щуку. Я говорю, не меньше, чем была та. 3 750 вроде бы была. Но это не меньше. Значит, так же где-то примерно, скажем, 3 700. Вот. А как она будет на самом деле, увидим дома. Так что пока не выключаемся. Так, ну вот мы и дома. Как я вам и обещал, контрольное взвешивание. На реке я говорил, когда поймал 3,5, потом прибавил до 3 700. Давайте посмотрим, сколько же на самом деле весит наша новогодняя мамка. Так. По нолям. Поехали. Так, кило. 2. 3. 3 415. 3 400. Чуть-чуть мы угадали. 3,5. А на самом деле, ну, грамм 75 грамм, в общем, я не угадал. Хотя потом я вроде бы прибавил до 3 700. Тогда 200 грамм не угадал. Ну ничего, все равно она хороша. 24 язя, 1 хариус и там 2-3 налимчика, наверное. Я считаю, нормальный улов. Первая новогодняя проверка удалась. Дай бог, чтобы и дальше в этом году, ну, не каждый раз так, но хотя бы примерно так, будет отлично. Чего и вам желаю, чтобы у вас были точно такие же уловы. Ну а теперь точно все. Всем пока и до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.